Эту личность вы уже, наверное, поняли. Значит, кто это? Карасев Николай Владимирович, да, то есть это моя персона. Родился 18 декабря 1952 году в Самарской области, или в то время Куйбышевская область, станция Клявлина. В 1969 году умер отец. Семья осталась, считай, без кормилицы. Мама пошла на работу сразу, а я, что, только успел окончить 8 классов, и мама говорит: ну что, сынок, делать будем? Я говорю: как что? Я работать пойду. А кем ты хочешь быть? Я говорю: токарем, как мой крестный. И началась трудовая деятельность Николая Владимировича. Конечно, в ранней юности он мечтал поступить в институт и заниматься живописью профессионально. Он даже подготовил работы для конкурса. Но так сложилось, что поступление не состоялось, а ему пришлось осваивать другие профессии. Николай Владимирович проработал не только токарем, но и водителем, инженером, сотрудником отдела снабжения. Любую работу он выполнял с полной отдачей, а дома его всегда ждали жена и дети. Ну, работал, конечно, и в расчете, что получу все-таки квартиру. Дети рождались, но я их практически дома-то я и не ночевал. Вот. День и ночь там. Мечта стать художником не покидала нашего героя. Он надеялся, что когда-нибудь с головой окунется в творческий процесс. И это время настало. И совпало оно с выходом на пенсию. Вот выйду на пенсию, буду свободным, займусь любимым делом. И вот здесь оно пошло. Это как ровно вот пруд распрудили, и вот поток. Или с чем это можно? С конем. Вот конь, который на привязи топает копытами, и вдруг его: иди, погуляй. Вот он выскочил, и вот он что только не делает. И вот это что только не делает, и мне тоже пришлось пережить. Я брался за все. Для меня очень тоже серьезная работа. Вот эту как бы к камере поближе. Я, откровенно говоря, увидел и был без ума от этой работы, от того, что как мастер ее четко сделал. Ну, я просто был, очарован ей. Думаю, нет, надо попробовать сделать самому такую. Вот иногда бывает так, что вот, видимо, у него такой порыв там, а я вмешиваюсь в этот процесс. Иногда он и может это сказать: нет, я пока не трогай меня, все. Он действительно очень разносторонний человек. Я поддерживаю его, я горжусь. Я и детям говорю: гордитесь своим папой. Я увидел это в интернете. Смотрите, два сюжета, вот один, и вот будет второй. То есть сейчас мы убираем все ненужное. Но в данном случае здесь мало что понятно, да? Главное для творческого человека – это вдохновение. Николай Владимирович черпает его от самых близких – семьи и друзей.
А идеи для своих работ он ищет в интернете, выбирает то, что за душу берет. Рельефная резьба по дереву – очень кропотливый труд. Порой над одной такой картиной он может работать неделями. Нужно отметить, что наш герой не копирует чужие шедевры, он берет их за основу и создает свои, внося элемент личного творчества. Планы, в общем-то, такие, чтобы продолжать вот начатое. Поэтому хочу, чтобы мои работы людям давали положительные эмоции, чтобы люди смотрели и спрашивали себя, а как это так? Почему я не смогу это сделать? Да я смогу обязательно. Взял резцы, взял, материал и в добрый путь. Зовут меня Оскар Кимович. Родился я в Казани. Родители у меня были научные работники все. Кончил медуниверситет, тогда назывался медицинский институт. Женился. Работал 13 лет в Арбузском институте. Потом меня пригласили заведовать кафедрой гидов в 1994 году. Совсем молодой, мне было 34 года. А в 1999 году меня пригласили заведовать кафедрой микробиологии в медуниверситет. Мединститут. А нет, уже был университет, да. И 17 лет я совмещал две кафедры. А в 17 году просто я ушел, сказал, что нет. Ну, у меня тут еще ушла роза моя в лучший из миров. В 15 году настроение совершенно было никакое. Я сказал, лучше мне тяжело меня кафедрами заведовать. Ушел, да, одну. Вы знаете, детство у меня было прекрасное. Нам разрешалось все. Разбитые окна, пожары в доме. Кроме наказывать только за одно. За вранье. Мужчина врать не имеет права. То есть это, сам говорит, омерзительная черта у мужчины, когда он врет. И вот поэтому врать не умею. Мне сразу все видно, когда я вру. У меня были прекрасные игрушки. У меня были плавающие пароходы. У меня были один. У меня была пожарная машина, в которой там этот шланг стекал водичкой. У меня был паровоз «Железная дорога», где там я играл. Ну что паровоз. Есть паровоз такой старинный, естественно, индейцы нападают на паровоз. Где взять индейцев? Пластмассовые индейцы были, но хотелось чего-то другого. И вот мы стали все лепить. И постепенно у каждого у нас были армии, мы устали сражения. Потом постепенно, по мере взросления, овладевания какими-то навыками, появилась артиллерия, которая стреляла спичными головками. Вот мой оторванный палец. Кусок пальца мама нашла потом через неделю, пока мыла пол. Вот откуда все это пошло. В 10 классе мама сказала, надо кончать этот разврат. Я говорю, мама, уезжай на дачу. И мы с моим покойным другом Рамильком 2 дня расставляли 16 тысяч солдат. Мы разыгрывали битву при Ватерлоо. Конечно, Наполеон победил Веллингтона. Ну, а потом 8 ведер пластин отправилась на помойку, и все закончилось. После института я распорядился в институт Арбузова. Там лаборатория химико-биологических исследований. Благо, олова было там навалом, гипса навалом, и я стал лепить. Пока я научился делать пропорциональные фигурки, штук 50, наверное, не меньше, все это ушло в переплавку. Вот это один из первых. Видите, какой он был непропорциональный. Вот такой вот. Каска на бекрень. Лошадка непропорционально маленькая к туловищу его. Вот так вот. Ума-то не было. Просто сказал, оставь его. Я говорю, хорошо, пускай живет. Я был всю жизнь, сейчас уж, конечно, нет. Я был бонапартист, безусловно, конечно. Ребята, это же красиво, это же последняя красивая война. Вот, например, я хочу сделать, например, группу товарищей, скажем так, вот как у меня прусаки здесь. Для этого мне что нужно? Мне нужно продумать, во-первых, какие полки залезаются в справочник. У меня огромная на сколько-то там гигов библиотека униформологии. Начинаем лепить его из воска. Лепишь из воска, все, посмотрел, поставил, все, отлично, берем гипс. И кисточкой начинаешь мазать.
пока у тебя комочек не получился. Вот комочек уже можно залить просто гипсом. Все. И поставил сушиться. А у тебя торчат литники. Вот они скусанные. Вот здесь вот. Высохла фигурка, вытапливаем. Вытапливаем в специальной кастрюльке. Воск всплыл, ждем, когда остыло. Бывает, что терпения нет, и обжигаясь, залезаешь туда, жжется, хватит фигурку, она мягкая, мокрая, и ты ее... Да. Воск он затвердевает, вырезаешь дырочку, туда залезаешь, вынимаешь, все, фигурка сохнет и потом отжигается. Вот. И потом заливаешь металлом. Самое сложное, на самом деле, флаги делать. Самое сложное, потому что флаг – тонкая форма, заливаешь, он как нож, он разрубает у тебя фигуру. Вот у меня обычно один флаг, 3-4 будет неудачных отливки. Бывает так, вроде получился, в нем дыра. Когда ты чем-то увлечен, ты начинаешь читать об этом. Очень много. Вот, например, у меня первые хобби были пластилиновые солдатики, я ничего не читал, потом кактусы. А кактусов я читал очень много. У меня есть кактусы, которым на работе по 40-50 лет. Кактусы потом эти товарищи уже оловянные появились. Потом ракушки. Раковины. Вон они там, у меня там плечник, такая вот хорошая. И еще нумизматика. Орхидеи, да. Нумизматика поскольку. А орхидеи, да, вот там они за окном, вот, сейчас цветут некоторые уже. Путешествия. Вы знаете, моя мама, она была офигейкой. Мама у меня была в 56 странах. И мама мне всегда говорила, что в этой жизни надо копить столько впечатлений от этой жизни, больше ничего. Главное увлечение мое сейчас – это, наверное, все-таки работа. Когда наступит время уходить, я думаю, наверное, как многие, я и умру. Потому что без работы я не мыслю. Все-таки 26 лет я уже заведую кафедрой. И это мой второй дом. Душа поет по-разному. Душа поет, когда рыбу поймал. Душа поет, когда нашел белый гриб хороший. Поводов для радости очень много. В целом, конечно, я прожил счастливую жизнь. Незаслуженную, наверное, счастливую жизнь. Понимаете, я так думаю, что большинство-то инфарктов у нас, там инсультов, больше инфарктов, происходит от неудовлетворенности людей. Вот я почему говорю, я счастливый человек. Я счастлив. Музыка тесно связана с жизнью человека и является языком общения и связью между людьми. Она заставляет переживать, радоваться, мечтать, думать. Музыка обостряет духовное состояние, раскрывая эмоции, чувства, переживания, настроения. Эмоционально насыщает, создает душевный подъем, заряжает энергией, вдохновляет на творчество и создание чего-то нового. Знаете, мал золотник, да дорог. Она небольшого роста, но энергии хватает на 10 человек, а может и больше. Улыбайтесь, как мы это умеем. Распелись очень хорошо. Молодцы. И поехали. Меня зовут Эльвира. Отчество мое Николаевна. Родилась я в 40-м году в Москве. Мой папа, я даже не могу говорить отец, мой папа работал в правительстве. И когда началась война, он перевез всю семью сюда. Нас уже было 3 детей. Несмотря на суровое послевоенное время, детство в воспоминаниях Эльвиры оставило самые яркие впечатления. Я ходила во все эти кружки, занималась спортом, училась в 99-й школе. Это была жизнь. Я вам даже передать вот не могу. Все так бурно, насыщенно и очень хорошо. Музыкальную школу я закончила по классу домре. Домра. Струнный инструмент вот такой. И фортепиано. Я на печке молодец.
такой же легкостью Эльвира научилась играть и на аккордеоне, а помог ей в этом ее одноклассник Олег. В школе во время перемен все бегали, а мы с Олегом сидели на задней парте, и он мне рисовал вот эти басы, потому что фортепиано я уже владела свободно. И я успевала еще и в баскетбол играла. Я вставала на середину зала и на спор однажды сказала: хотите, я отсюда попаду 2 очка? И попала, а мне никто не верил. Вот. Я удачливая была. А муж мой, ой, он такой умница. А встретились в спортзале. Он был моим тренером. Он мне даже на свадьбу подарил аккордеон. Эльвира Николаевна работала музыкальным руководителем в детском саду и школе, а, выйдя на пенсию, организовала пенсионеров-любителей и создала коллектив народной песни. Прошло 20 лет, а в культурном центре «Сайдаш» и сейчас существует хор «Волжанка» под ее руководством. Любое мероприятие, когда приезжают делегации из других субъектов России, мы приглашаем ее. Выступать ли сюда ли, или встречать ли на вокзале, встречать ли в речном порту, встречать ли делегацию приезжающую. Ее приглашаем с ее коллективом, потому что мы знаем, она не подведет никогда. Аккордеон 12-14 килограмм. Это мой аккордеон, который я ношу все время на руках. Никто никогда, куда бы мы ни ездили выступать, мне никогда не понесет его. Я никому его не дам. Я ношу сама. Людей любить, не скандалить. Если я хоть раз услышу, кто-то кого-то обидел, я очень быстро постараюсь расстаться с этим человеком. Это одно из главных качеств моей жизни. Я люблю мир, я люблю добро, я люблю любовь. Вот Балкыш. Мы исполняли песню «Мать послала сыну думы». Это было что-то. Вот уже сколько, 6-й фестиваль. На всех фестивалях мы были всегда лауреатами. Она живет этим, живет, на сцене живет. И плюс еще ведь мы забываем другую сторону. Вот эти лауреаты, это же труд больших репетиций. Я очень живая. Я лишнего живая. У меня, знаете, как говорят, какой-то мотор внутри. Все кипит, все кипит. Я очень счастлива, что я до сих пор вот все это могу. Душа поет, а сердце плачет. Не надо хмуриться, не надо печалиться. Вот когда бывает день счастья, и вот это счастье работать с Волжанкой. Ахмедзянов Музагит Загетович, 50-го года рождения. Раньше я работал учителем, директором школы 13 лет. По собственному желанию я был в рядах Советской армии 2 года. Я в настоящее время майор запаса.
Самый близкий инструмент в настоящее время – духовые инструменты – курай, сурнай, кубыз, потом тальян, саратские гармошки. Вот и все. Все такие инструменты. Я не покупаю, не выбираю, откуда вообще. Дома какие самые пакетики есть, оттуда и беру. Мой сын Айдар Ахмедзянов в настоящее время работает баянистом у Файза Рахманова ансамбля фольклорного. Внуки у меня почти все, можно сказать, играют. Старший внук на всех моих инструментах играл, 70%. Для того, чтобы это продолжалось, в настоящее время нам, старикам, почаще надо выступать. Активность надо проявлять. Я как раз приехал сюда работать, в Дом культуры. Устроился баянистом, вот тогда познакомились. Нет, меня не было в 73-м году. Нет, не было. Значит, тогда В 75-м я в 75-м году. осенью. В 75-м году, значит. А там познакомились, вот, организовали ансамбль муслим тугайлары. В 75-м году организовали и до тех пор работает. Везде участвуем. Бек тырышкыш бит ул. Бек тырышкыш ул. Рас уларны башлый икән, до конца уларны алып бара. Менә мин шулай дип аңлыйм Җаһид абыйны. Шундый кеше. Юри генә берәрсә шарпа биргән мөрсен, шарпа бирәсен икән менә берәрсә ки чыгарып, буларны сен алып өйрәнеп тә торганмы? Муждар. Мин нота белмим. Нота белмәсәм дә, башкалардан үземне ким хис итмим барыбер. Әле Аллага шөкер, университетта укыган вакытта мин зур-зур артистларны Санкт-Петербургка барып җырлатканым да булды. Чөнки ул үзе белән алып килгән баянчы, ул теләгән көне уйный белми иде. Зилә соңга төрлегә иде ул. У нас в республике только, где-то, если не ошибаюсь, 173 национальности и народности живет. Наша задача, вот ветеранская задача нашей организации, вот эти традиции, обычаи, ремесла постараться не только сохранить, а развить даже. Ну вот как раз это золотой фонд нашего фестиваля, вообще ветеранского движения всего, золотой фонд. И на курае он играет, так ведь? Да, на гармошке играет, а таких талантов у нас очень много. Вот это то, что человек, когда поет на сцене, это сейчас, ведь это не секрет, вырабатывается гормон счастья. Я только работаю. Работаю, пишу стихотворения для детей, играю на инструментах, приглашают на какой-то вечер, я пойду туда и выступлю. А для внуков, у меня 7 внуков, которые, поступая в 1 класс, я дарю им стихотворение в книге. Например, 60
50 стихотворений с его фотографиями. Каждый так получит от меня такой подарок. В своем доме Музагит Загитович организовал музей, где собрал семейный фотоархив и предметы быта, принадлежащих когда-то его предкам. Әби бабай мен аларны исән вакытта ук белә идем. Бабаем минем гармунда уйный иде. Ondan соң әти, әни, без өчәү семьяда, ondan соң без хатыным белән, менә минем балаларым, менә минем оныкларым җидәү, менә әткәй, ул Мәскәүдә Кызыл мәйданда. Аның сурәтен күтәреп йөриләр. Важное место в коллекции занимает собрание уникальных музыкальных инструментов. Уен коралларым тупланмасы. Менә аның кайбер кызыклы әйберләре дә бар бит. Менә бу миңа күчтәнәч итеп, бүләк иттереп, менә шушы уен коралын алып кайтканнар. Бу бит инде бер уйлаганда курайга ошаган. Америкадан кайткан бу. Һәм ул курайның менә тавышын мин сезгә ишеттерәсем килә. Үземнән генә түгел, киләчәктә минем балаларым, минем оныкларым, минем укучылар да монда бик күп килә. Үзләр алар күрсеннәр иде. Менә безнең бабайларыбыз ничек яшәгәннәр икән. Biz бит бер нәрсә дә белмибез. Ни уй, ни белмибез, ни язмыйбыз. Без нинди кеше соң дип әйтергә мөмкиннәр. Менә мин аларга азмы күпме бу шушы өлкәдә ул укучыларга, яшьләргә шушы әйберне эшләдем. Һәм мин шуннан бик тә канәгать үзем. Чөнки минем аларга күрсәтергәй әйберем бар. Чөнки бундагы әйберләрнең бөтенесе дә диярлек менә булар. Бөтенесе дә минем үз кулым белән эшләнгән. Куллар төрле була. Ирләрнеке, хатын-кыз куллары, ана куллары, караулы тәрбияле куллар һәм карау җитмәгән куллар. Һәр кулның үзенең зур киләчәге бар. Әмма кеше үз кулларын тыеп торарга тиеш. Чөнки алар иректән мәхрүм калырга мөмкин. Ришвәтчелекне җиңәсең килә икән, үзеңнән башла. За ЖКХ заплатил, почту забрать. Штрафы тоже оплатил. Здорово, сосед. Здорово. Смотри, забыл вовремя заплатить за налоги. А я давно не получаю таких писем. Плачу налоги онлайн. Куда заходить-то? Скачай мобильное приложение «Налоги физлиц».